Первое, ребята. Ну что, ребят, всем привет! Привет с холодной республики Коми. В этом году зима, походу, досталась всем. Ну, нам она отдала свою зиму достойно. Снега навалило прилично, ребята. Ездил в лес. Кто со мной? Видели, что местами по пояс есть снега, конечно, у нас. Морозы до сих пор. Сегодня выезжал. 32 утром было. Но я выехал чуть попозже, где-то в 23 градуса. Приехал половить живца. Нахожусь один, ребята. Вот лесная речка. Тишина. После снегопадов все засыпано было. Хотя здесь постоянно народ присутствует. Ну и этими морозами никто не приезжает, не рыбачит. Ну, на днях обещают потепление. Я думаю, рыбачки сейчас задвигаются. Конец февраля, ребята. Начало марта. Скоро будет достойная рыбалка. Будем въезжать в походы. День очень-очень удлинится. Будем кайфовать, ребята, находиться на рыбалке и просто балдеть. Ну, чтобы добраться, ребят, до заветных точек, кто со мной, знает, что в этом сезоне я приобрел новую мотособаку Tafalar Long 500. Удлиненник, ребята. Ну и доп. Функции для себя я подобрал, так как захотелось мне вот эти функции не зазря, потому что вот сейчас буквально я вот спустился, ребят, с такого приличного подъема. Ну, камера особо не передает, ребята, вот многие должны понимать, многие не понимают, что камера, она не знаю, она не дает того, то, что вижу я, допустим, какой уклон, какой размер и так далее. Вот это, конечно, большой минус, но снимаем, ребята, не на профессиональную камеру, так что как-то оно так. Собака, ребята, я доволен полностью и хотел подытожить все эти вопросы, потому что в каждом видео, когда я выезжаю на рыбалку, 5-6 комментариев по поводу техники. Андрюха, что да как, все хочу тоже приобрести, подскажи, какой расход, так далее и тому подобное. Ну, в целом, покатался я уже хорошенько на ней, какие-то нюансы, плюсы, минусы я уже подсчел, потому что 19-20 год, ребята, я ездил на такой же технике, только Tafalar 500 простой, ну, универсалочка получается. А это новая модельочка, еще не всем, никому не известна, потому что вот только-только она появилась. И буквально я прям с пылу жару забрал ее. Хочу немного, ребят, рассказать, показать, какие минусы, какие плюсы, что да как и почему. Я думаю, многим будет этот полезен вопрос. Давайте, ребят, давайте начнем с передней части. Это модуль, да. Собака по сути универсальная, она как и толкач, так и тягач. Ну, кто только начнет приобретать, и, ребят, даже если не этой модели, сразу берите модуль, потому что, ну, модуль это модуль. Сидишь в аккурат, контролируешь весь процесс.
управляешь, в принципе, как снегоходом. Все то же самое. Единственное, только ты там не лыжами поворачиваешь, а вот целым корытом. Сани здесь универсальные, ребята, они идут что вперед, что назад. Соответственно, модуль очень большой, очень прям большой. Это стандартная волокуша, то, что у меня идет сзади, она здесь также спереди. Конкретно, когда я выезжаю один, допустим, вот сегодня я приехал половить живца, я взял бур, ящик, кан, сумку там, да, с термосом там и так далее. Все, мне не надо, ребят, брать дополнительные сани, я все ложу сюда, куча места под ноги, все положил спокойненько, бур целый вылазит, и не надо никаких там прицепных саней зад, все это делается в одного. Охотнику, который поехал на путик, все то же самое, в принципе. В этом сезоне я вот сейчас сделал кофр, но мы чуть-чуть немножко пойдем позже. Это вот конкретно, чтобы вот не было тут мелочи всякие, не валялись там в рюкзаке, а лежали здесь тот же бензин, допустим, я не знаю, капканы там, еда, потому что он утепленный у меня, и соответственно, ребят, греется вот эта часть. Многие писали: Андрюха, впереди сделай здесь жестью. Нет, ребят, все нормально. В целом все нормально. Многие говорили делать больше. Ну, вот здесь десятка до глушителя. Я думаю, даже если на 5 сантиметров бы было больше, разницы бы, я думаю, не сыграл. Все, ребята, здесь все, что надо для какой-то там дневной проверки, рыбалки, какого-то выхода. Здесь, ребята, все вмещается в одни сани, вот в этот модуль. И в чем преимущество? То, что он большой. Это раз, потому что, я говорю, вот этот маленький скарб можно положить все сюда. Но опять же, если где-то, допустим, по лесу ездить, да, между елок, многие скажут, что слишком большой, неудобно. Допустим, вот тут Женя на БТСе, ну, он где-то примерно вот такой, наверное, даже. А здесь прям на сантиметров 50 он длиннее. Все нормально, ребята. Помимо руками, допустим, если я управляю, вот здесь снизу вот эти крепления, а вот ноги именно я ложу сюда. И когда я управляю, я не только руками управляю, но я еще толкаю ногами. Соответственно, я могу резко повернуть, неважно, там спуск, подъем, уклоном ноги, пяткой тоже. Это все классно получается, и между елок там где-то там не проедешь. Все, ребята, все четко. Не хуже остальных он управляется, и соответственно все нормально. По поводу управления здесь можно подытожить. У меня стоит на креплении самым последним, соответственно здесь можно перенести руль как тебе удобно. Телосложение у людей всех разное, соответственно ближе, дальше можно прям под самую мелочь, ребята, сделать. Соответственно и руль, его можно поднять, получается, еще на 3 звена. Это вот если человек, допустим, больше, он поднимается выше. Очень круто. Единственное, ребята, вот сиденье здесь у меня, вот здесь у них как типа, ну как рама идет, да, вот жесткость, труба вот идет у них. И когда я сильно поворачивал по ходу, вот, видите, она вот сюда у меня упирается. Вот я думаю, косяк производителя, потому что, ну, никакой заглушки, просто труба идет. Можно было как-то ее немножко загнуть, и будет тогда плюсом. А так все классно. Сиденье у них уже большое, новое. На прошлой мотособаке, вот на стандартном, была простая там фанерка, обтянута кожзамом. Здесь уже конкретно теплое, такое мягкое кресло. Руль. В моей комплектации, ребят, идет подогрев ручек. Классно, я прям балдею. Иной раз железы проверяю и просто не одеваю перчатки, потому что сразу здесь согреваюсь. Очень круто, очень круто. Вот у меня он стоит включен постоянно, но свет регулирую уже, включить-выключить. Тоже большой плюс. На той мотособаке у меня, ребята, не было такого прибора. И как я только технику завел, фара сразу светится. А допустим, ну днем зачем мне она нужна? По лесу там ехать. Диоды тоже имеют свойство перегорать, тускнеть. И свет сейчас контролируется уже. Включил, выключил, допустим, днем он сейчас мне не нужен. Кнопка стоп-двигатель. Все
под рукой, классно сделано. И опять же, ребята, реверс. Это уже мои такие прихоти, потому что, допустим, на Алонге его нету. Эта вещь стоит немалых денег, но я себе захотел его. И вот он у меня не стоит где-то не здесь, как у многих, знаете, ребята, какой-то переключатель, а стоит спереди. И я уже не встаю, не поворачиваюсь, просто поднимаю его назад. Задняя скорость делаю вперед, передняя скорость. И есть даже, ребята, нейтраль. А у многих такой функции нету. Это очень удобно, ребята, при каких-то там непонятных замерзаниях техники. Если кто ездит на собаках, должны понимать то, что бывает, заводишь, тросик где-то перемерз газа, собака побежала. В этом случае, ребята, уже такого не будет, вообще не будет. Завел спокойненько и уже прогазовал ее, включил переднюю скорость, отлично, полетел. Проводочка идет снизу. Сани или как модуль, да, они подшиты, ребята, 3 такими накладками. Вот они. И накладочки очень, конечно, интересные, не простые какие-то, как плоские, да, получается, ребята, а вот с такими выемками. Очень классно врезается. Там, когда по дороге едешь или, допустим, по буранице, уже когда намерзшая бураница, уже она хорошенько врезается. И прям управление, конечно, супер. На прошлом мотособаке у них было 2 накладки, вот уже 3-ю сделали. Уже молодцы. Ну, в принципе, по модулю все понятно, ребята. Соответственно, вторые сани, они тоже такие же. Спокойно можно открутить, перенести их назад, и уже у тебя не толкач, а буксировщик. А отбойничек, ребята, это простая пластмасска, которая идет отдельно. Закрутили мы ее на кровляные саморезы. Все, вещь тоже, ребят, крутая. Сразу скажу, у кого такой штуки нету, задумайтесь или сделать самому, или приобрести. Вроде недорого стоит она, но вещь крутая, ребята. Едешь, топчешь дорогу, когда снега очень много, никаких завихрений, ничего такого снега нету внутри сани. Это я сейчас там задом выезжал, как бы, когда задом разворачивался, задом накидал сюда. А так у меня здесь снега нету. Я просто усмотрел у мужиков, как они ездят. У них просто там жесть. Вот, когда вот без этой вещи. Блин, ну это крутая вещь, ребята. Сразу, кто будет приобретать, найдите. Я не знаю, стандартные они, нестандартные. Но факт в том, что вещь это прям бомбовская. Упирался в дерево, ее загнуло. Где-то вот здесь у меня. Я думал, вырвет. Ничего не вырвало. Все шикарно. Все отлично. Прям доволен. Переходим потихоньку к самым мотособаке. Так, ребят, повторюсь, это у нас удлиненная версия лонг. От слова лонг сразу понятно, что удлиненник, да, ребята. Стандартная комплектация идет. Вот она, прям конкретно по капот. И вот 1,40 м идет стандарт. А здесь ровно на 30 сантиметров он добавлен. Это, с одной стороны, не очень так много, но с другой стороны, ребята, это помогает. Помогает реально. По проходимости идет очень большой плюс. Я думал тоже, что как бы, ну, 30 сантиметров, это же не 60, скажем, да, и разницы не почувствовал. Ну, ребят, я реально почувствовал, потому что площадь поверхности гусянки на пухляке, допустим, том же, больше, меньше проваливается, и сцепление с дорогой, конечно, идет больше. Сколько на 30 сантиметров шипов будет у вас упираться в лед, в снег, там, в дорогу и так далее. Большой плюс, ребята, они двигатель не смещали, просто добавили чуть-чуть перед, и это место оснастили вот таким багажником. Я, бывает, ложу сумку туда, вот эту сумку-холодильник 26 литров, она круто туда влезает, и вот, в принципе, можно сюда бензин еще ставить. Две канистры сюда спокойно, десятки влезут. 20 литров бензина для собаки — это бешеный запас. По проводочке, да, ребята, здесь проводов очень много, так как идет, получается, тросик газа, идет проводка на стоп-двигатель и на вот эти вещи, это подогрев и освещение. Вот она идет в отдельном таком кожухе. И конкретно идет еще, ребята, тросик реверса. Очень
толстый, тугой такой трос, газелевский, как не помню, как мне не изменяет память. И, соответственно, проводка у них, ребят, по стандарту. Вот видите, здесь такой выход идет вот здесь. Вот, по идее, проводочка должна здесь выходить спокойненько, и уже вся основная вещь идет туда. Но какой минус, ребята, я почитал под себя, и не просто так, я думаю, потому что вот трос реверса заднего хода, он, ребята, ну, не такой он мягенький, как, допустим, тросик газа. И загнуть его так сразу, допустим, по тому же, по той же раме модуля не получится вот вывести как-то так. Он идет очень большой петлей, и как бы, ну, это не в том смысле, то что неудобно как-то, это просто, ребят, не должно быть так, потому что, ну, ты едешь по лесу, по кустам, по кущам, соответственно, когда приобретаешь собаку, охота прокатиться везде каким-то бурелаком. И вот эта дуга, ребят, она отходит очень далеко от самой собаки, и вероятность факта, где-то ты ее зацепишь просто за какой-нибудь пень, сук, и вырвет у тебя все это дело. И единственное то, что проводку вывели вот так, ребята, сделал отверстие в кофрате, в капоте, и вытащили вот здесь. Идет под рамой, нигде ничего не цепляет, не мешает, потому что здесь вот реально, когда я собирал, было очень неудобно. А вот тросик газа не в одно вывели, а тут снизу вывели. В принципе, нормально. Возможно, думал как-то там по-другому сделать. Нет, как говорится, так попробую, на 5 лет хватит. Все отлично, все шикарно, не замерзает. Провода не натянуты, ну вот эти тросики. Собака не газует сама на каких-то поворотах, на подъемах, когда идет перелом. Все шикарно получается. Так, ребят, ну, по поводу цепи, да, если у нас лонг удлинился, двигатель стоит на месте, они вот, ребята, чисто удлинили цепь. Цепь стала намного длиннее. Ну, на каких-то нюансов она, какие-то проблемы она не дает. Все так же работает, как с прежним стандартным лонгом. Не лонгом, а тофиком, так я его называю. Все в кожухе, ребята. Прошлую собаку я ни разу не открывал этот кожух. Все было шикарно. Единственное то, что сезон откатали, вскрыли, промазали, цепь подтянули, закрыли. Все. Этого достаточно, ребята. Цепь в кожухе, можно ездить по болотам. Цепь нигде не перетирается, никаких там снегом забивается. Она все, ребята, закрыта, очень классно. Очень шикарно. Если единственное где-то начало подзынкивать, растянулось, вот есть болт, мы спокойно, не снимая кожух, поднатянули цепь. Все, отлично. Продолжаем движение, так сказать. Подвеска роликовая, стандартные бурановские катки. Здесь, соответственно, у нас подвеска удлинилась и катков стало намного больше. На стандартных идет 3 коляски, да, вот этих, ребята, которые на пружинах. Здесь уже идут 4. Но здесь какой есть плюс, ребят, здесь вот эти отверстия, соответственно, вот это сюда переходит сюда, и 4-е ставится сюда. С одной стороны, это лучше, я думаю. Гусянка стоит туго, она не прогибается, подвеска усиленная получается, да. Но опять же, когда 4 коляски, ребята, гусянка остается точно такая же. И все знают эту проблему, когда попадаешь в суд, снег с водой, все это забивается и потом чистится. Ну, мы ее просто одну коляску сняли, ребята, и поставили по центру. У нас стоит 3 коляски. Мне, в принципе, этого достаточно, так как я езжу вот по этим водам беспонтовым, попадаем в снега с водой. У нас все забивается и неудобно. Здесь большое пространство, ребята, так как нет у нас одной коляски, и забивание вот этого сырого снега меньше. И я думаю, этим большим плюсом, кто конкретно ездит по рыбалкам, вот такой совет, в принципе, можно дать, так как реально, ребята, пространство намного больше. Ну, сами представьте, если, допустим, колеса стояли здесь, эти здесь, пространство было меньше. Да, кто охотник, ездит там по путникам, конкретно там по снегу, то
пожалуйста, ставьте 4 коляски и спокойно выезжайте. Если у вас нет каких-то преград, там, ручьев в этих водяных. Вот это, ребят, большой плюс, потому что, ну, стоят 3 коляски, ничего не поделать. Стоят 4 коляски, ничего не поделать. А здесь можно убрать ее. И все. На собаке, ребят, стоит уже двигатель 20. Лифан, стандартный китайский двигатель. 20-ка. Его ставят на каракаты, на аэролодки. Стандартный лифановский двигатель, ребята, 20-ка. Разница ощутима, разница, ребят, чувствуется. Я ездил на 15-ке и вот сейчас перешел на 20-ку. Разница, ребят, бешеная, я вам скажу. И кто будет сомневаться, там 18, 20, 15, если есть возможность купить 20-ку, берите, ребят. Лишние моща не помешают, реально. Конечно, зиму там и снега, и условия там поездок у всех разные, но, ребят, 20-ка чувствуется, она рвет, она дает, ребята, она дает жизни, и уже ты чувствуешь себя более уверенно, когда вот впереди идет какой-то подъем там или спуск, и ты сомневаешься, вывезет, не вывезет собака у тебя в гору. А здесь уже, ребят, я вот покатался, чувствую, что прямо она по красоте. Единственное, то, что сейчас она, ребят, в чехле у меня. У нас морозы. Бак, ребят, стандартный, 6,5 литра. Чехол у меня стоит. Ну вот, естественно, здесь уже у меня на прошлую было как бы 2 пальца, здесь уже под рукавичку. Отличный двигатель, ребята. Никаких нареканий, морозы, не морозы. Заводится, все четко. Покаточку прошел, масло поменял, все, красота. Единственное, то, что масло сейчас поменяю, наверное, к весне, наверное, уже 2-й раз. Потому что езжу очень много. Двигатель, ребята, быстросъемник здесь. Здесь не надо нагибать собаку боком, раком, чтобы слить масло. Здесь, блин, ну сейчас, правда, снег, ребята, лед у меня после морозов. Здесь таких подушки стоят. Все спокойно снимается. Убирается ремень. Ремень, кстати, 33-й, ребят, вроде как. Вариатор Safari. Цепь, она не контактирует с двигателем. Здесь идет вал отдельно. Просто снимается ремень. И двигатель мы можем спокойно, ребята, снять. Просто в течение 5 минут. Это очень круто. Это большой плюс. Я прям не могу нарадоваться этим функциям, потому что, ну вот, у многих ребят двигатель конкретно к раме там прикручен жестко прям. И я даже не говорю то, что там попали, кто-то попадал там, допустим, замерзли, да, вот у нас в этом году вот морозы жесткие, допустим, 40 градусов. Я просто этот двигатель могу, ребят, снять и занести в избу. Все. Я его могу там отогреть, починить. Мне уже не надо там конкретно там выдумывать, подлазить, выкручивать там с рамы его. Я просто за 5 минут, ребят, я его снял, положил в багажник, положил, не знаю, там в сани другу, там и узлы мы его там починили в избе, там отогрели, там в палатке той же, и все. Это очень круто, ребят. Большой плюс. Блин, по поводу, ребят, расхода. Интересная вещь. Многие спрашивают. Ребят, с бураном, со снегоходом не сравнится. Да, на буране ты едешь, возможно, быстрее. На снегоходе явно ты поедешь быстрее. Едешь намного комфортнее, да, возможно. Ну, сейчас, ребят, у меня комфорт почти такой же. Единственное, то, что можно добавить, это лобовое стекло. И такого обдува не будет. И тот же момент он исполняет. На дальние расстояния, там за 100 километров я не езжу. Хотя на нем спокойно можно уехать. Ну, расход, ребята, просто небо и земля, конечно, со снегоходом, с бураном. Я не знаю, на километров 20, не знаю, может, литра 3-4 уходит. Где-то в этом районе. Ну, давайте будем 4 говорить. Плюс-минус там 0,5. Ну ладно, грубо пятачок. На 20 километров. То бишь, на километров 50 уйдет десятка, наверное. Ну вот, если у кого есть техника, посчитайте, у кого как. Ну, в районе где-то и так, ребята. Потому что, ну, бак я всегда не сжигал, а в 20-ку где-то проходил. Ну вот, где-то литров 5, наверное, уходит. Полторашка где-то она оставалась, да. Двигатель 4-тактный. Заливается чистый бензин. Кстати, в последнее время стал заливать 95-й. И
Он даже как будто резвее стал. Не знаю, у кого какое качество бензина, но у нас так, ребята. Единственное, что еще можно добавлять, это после каждой там третьей заправки на целый бак, ребята, заливаем 100 грамм спирта чистого. 100 грамм вроде, да, как не изменяет память. Ну, допустим, литров 20 прокатали на бак, на собаке, заправили 100 грамм спирта, в бензин добавили. Это очень помогает прожигать какую-то воду, которую конденсат остается. Бывает, снег там попадает и так далее. Все это прогорает. И в принципе это поможет, может, каких-то в дальнейших без всяких поломок, потому что, ну, вот многие этого не делают. Хотя, в принципе, купил там спирт и вот там раз в пятилетку заправляй, добавляй, собака послужит, я думаю, побольше. Я поехал, погода шикарная, небольшой морозик за 20-очку. Ну, после 40, наверное, ребят, ощущаемость просто великолепная. Он почти расстегнут, живца немного половили, возможно, на выходных, ребят, на дальняк гоняем. Планов очень много. С этой техникой, ребята, будем двигаться еще подальше. Есть у меня один такой проект интересный. Посмотрим. Хочу уехать просто на очень далеко, ребят. Ну вот, как раз и посмотрим. А так, ребята, кто прям желает реально и думает, сомневается, я от чистого сердца, ребят, рекомендую. Никакая не реклама, просто спрашивают, постоянно спрашивают. И вот решил уже сделать такой небольшой обзорчик, так как в комментариях постоянно оставляю ссылки на производителя. Но, естественно, охота услышать прямо от меня, что, как, почему. Ну, ребят, я говорю, без нареканий, вообще без нареканий. Все, что первая мотособака у меня была универсальная, что сейчас лонг, все по красоте. Езжу очень много и врать не буду. Так что это не реклама, ребят, просто конкретно отзыв, так как я пользуюсь этой техникой уже второй сезон и полностью в ней уверен и доволен. Все, братцы, давайте, всех обнял, полетел я до дома. Пока.